Добрый вечер. В эфире программа Хастагалаамта. Сегодня у нас очень интересный гость, очень важный, потому что его имя упоминалось в этот месяц, наверное, чаще других в контексте Абхазии. Сегодняшний наш гость, исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, Валерий Рамшухович Ганба. 3 месяца, говорят, не срок. Для истории это вообще мгновение. И от того, как... но не для Валерия Рамшуховича Ганба. Я думаю, 3 месяца для него это такая целая жизнь. Вторая жизнь, которую он проживет. И для него это будет, наверное, самый большой экзамен. От того, как он эту жизнь проживет, наверное, будет тем же экзаменом, как и для него, так и для страны в целом. Потому что как эти 3 месяца пройдут, мы будем вместе с ним переживать. Добрый вечер. Валерий Рамшухович, мы для начала хотели напомнить телезрителям немного, очень кратко, факты вашей политической биографии. Сюжет небольшой есть у нас. Валерий Рамшухович Ганба, уроженец села Бзып Гагарского района. В 1976 году успешно окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. Затем с 1976 по 1978 годы работал в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР агрономом совхоза Гардахимский. С 1978 года вернулся в Абхазию и до 1979 года работал агрономом в управлении сельского хозяйства Гагарского горисполкома. В 1979 году избран вторым секретарем Гагарского горкома комсомола. С 1982 по 1988 годы заведующий отделом сельского хозяйства Гагарского горкома партии. С 1989 года директор Цандрижского табачно-ферментационного завода. С 1991 начинается активная политическая карьера Валерия Рамшуховича. В этом году он избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. В годы Абхазо-Грузинской войны 92-93 годов был членом штаба по обороне города Гагра. С 1998 по 2002 годы Валерий Рамшухович дважды избирался председателем собрания Гагарского района. В 2002 году Валерий Рамшухович был назначен главой администрации Гагарского района. С 2007 года по март 2012 депутат парламента 4-го созыва. 3 апреля 2012 года был избран спикером парламента Республики Абхазия 5-го созыва. 31 мая 2014 года в ходе политического кризиса парламент Абхазии назначил Валерия Ганба исполняющим обязанности президента Республики Абхазия. Валерий Рамшухович, второй раз в новейшей абхазской истории спикер парламента исполняет обязанности президента. У вас огромный опыт и работы в парламенте, вы были депутатом 3 созывов, у вас опыт хозяйственника большой. Но вот это новое качество вот сейчас у вас работы появилось. Как вы в нем себя ощущаете? Вы знаете, конечно, тот опыт, который был накоплен годами, серьезно помогает в этой работе. Но в первую очередь я хотел сказать, что больше мне помогло, особенно в первые дни, в самые горячие дни, это то, что я всю жизнь как-то старался свои человеческие отношения к людям строить не через призму какой-то политики, а чисто человеческие отношения. Я дружил со всеми. Наверное, это мне помогло в первые дни разговаривать со всеми. Может быть, в первые дни действительно для меня не столь были приятны эти разговоры, но тем не менее я разговаривал и сегодня разговариваю. И мне кажется, что да, опыт, несомненно, поможет мне в этой работе, но то, что действительно у меня отношения со всеми складывались чисто человеческие, мне на первых порах очень сильно помогло. Валерий Рамшухович, а вообще та ситуация, что вот это в 2011, по-моему, была, когда спикер парламента тоже исполнял обязанности президента,
Это говорит вот о нашей какой-то бурной драматургии в политике или о чем это говорит вообще? Ну, первый случай, вы помните, баллотировались и премьер, и вице-президент, поэтому оба не могли исполнять свои обязанности, поэтому в соответствии с Конституцией обязанности исполнял спикер парламента. Ну, нынешний наш случай, конечно, более кардинальный, и мне пришлось... Более драматический, да, и мне пришлось, конечно, приступать к исполнению своей обязанности вот в той ситуации, которую мы все знаем, помним. А вообще, вот для вас это действительно стало такой неожиданностью, то, что вы вдруг из спикера парламента вдруг стали исполняющей обязанности президента. Ну, вы, когда работали спикером, естественно, у вас информации было более чем достаточно о том, что происходит в стране. Вы член Совета Безопасности. Тем не менее, вот вы стали, возглавили фактически государство там, на 3 месяца, а тем не менее, это тоже как бы каждый день к вам приходят, обращаются люди. Вообще, для вас что-то новое открылось в этой должности? Какие проблемы? Да, какие проблемы? Вообще, есть вещи, о которых вы, допустим, как бы и не подозревали? Ну, вы знаете, если говорить о проблемах, их можно разделить как бы на 2 части. Проблемы текущего, будем говорить, периода и более глубокие проблемы, которые предстоят решать, наверное, уже не мне, а будущему президенту. Если говорить о текущих проблемах, это было серьезное отставание в этом году в сборе бюджетных средств. Отставание достигало в свое время 250 миллионов. Но это было связано и с закрытием границы во время проведения Олимпиады, и были, наверное, и другие причины. Естественно, это очень сильно влияло на работу. Вот. За последний период это отставание серьезно ликвидировано. Я хочу просто вам назвать одну цифру. За 27 дней этого месяца собрано почти 180 миллионов рублей. Это с чем связано вообще? Если скажу администрированием, я буду прав. Это действительно было связано с усилением администрирования налогов. У меня был опыт такой и в Гаграх, когда практически за 3 года мы с 22 миллионов довели бюджет района до 100 миллионов. Вот, наверное, этот опыт мне помогает, тем более тогда начальником налоговой инспекции в Гаграх был нынешний министр по налогам и сборам. И мы имеем опыт совместной работы, и поэтому вот с первых же дней своей работы я, естественно... То есть нагнать сможем, в принципе, теоретически? Догнать сможем, мы отстаем по сравнению с графиком прошлого года и с планом нынешнего года уже на 90 миллионов. То есть с 250 миллионов мы дошли до 90 миллионов. А 90 миллионов это тоже немалое отставание. А вообще вот сразу после того, как произошла эта вынужденная отставка, очень много там появилось, особенно в социальных сетях, и потом уже после и политики делали официальные заявления о том, что вот есть большая задолженность, там какая-то незапланированная строительным компаниям. Я как говорил, будем говорить проблемы будущих лет, да, потому что в этом году или не только за 3 месяца, наверное, в этом году эти проблемы невозможно решить. Внутренний долг страны свыше 500 миллионов, связанный в первую очередь со стройками. Я не скажу, что эти стройки не нужны были. Вот один пример, это авария на насосной в Гаграх, когда 600 метров трубы было уничтожено морской волной. После этого был еще один раз сильный шторм, снесло подпорные стены, там построено, если я не ошибаюсь, 180 метров подпорных стен. Трубопровод построен новый на 600 метров, это общая сумма 187 миллионов. Такие же работы проводились и в других районах, но суммарный итог это 500 миллионов, которые не заложены ни в бюджете, не заложены ни в комплексном плане. И источником финансирования пока абсолютно не определены. Вот у нас в предыдущей передаче были Беслан Барателли, это экономисты. И я им такой вопрос задал, я хочу вот, тоже вам повторить этот же вопрос. Насколько была обусловлена экономическая ситуация, социально-экономическая ситуация в стране с теми событиями, которые потом произошли 27-го? Есть какая-то связь между ними? Прямая или косвенная? Ну, прямой связи я, честно говоря, так не вижу, но косвенная связь всегда есть. Косвенная связь всегда есть. Почему-то вот последние 2-3 года, может быть, с уменьшением помощи, оказываемой по комплексному плану, если вы помните, раньше это было около 5 миллиардов в год,
за последние 2 года они были значительно сокращены. Естественно, 5 миллиардов для Абхазии – это большие деньги. Это и зарплата работников, это и магазины работают, и оптовые склады работают. То есть она как бы расходилась по всей Абхазии, и это ощущали все. Его резкое сокращение почти в 2,5 раза, конечно, не могло не повлиять на жизнь людей. Естественно, меньше стало. Ну, кроме этого, он говорил, как экономист, он приводил даже статистику, которую официальная статистика, стат экономики нашей, об уровне средней зарплаты, занятости, то есть и взаимоотношения даже помощи российской и показателей нашей экономики. То есть они, конечно, очень... Фонд, по крайней мере, создали. Я тоже так думаю, я поэтому этот вопрос у вас спросил. И еще вот такой момент, вы вот 3 или там 3,5 месяца, если будет второй тур, являетесь исполняющим... Давайте с первого тура. Да, оптимистичную версию будем говорить, 3 месяца будете исполнять. Вот какой опыт президентства вам, вы на какие-то вещи вот вы тоже признаете, по-новому взглянули на уровне проблем, объемы проблем. Насколько это пригодится потом уже, когда вы вернетесь к должности спикера парламента? Хотя вы сейчас тоже исполняете, насколько я знаю, Да, я спикер парламента, потом только исполняющий обязанности. Ну, как вам сказать, естественно, при формировании бюджета я уже буду больше видеть изнутри, что это такое, что она собой представляет. И, конечно, уже выполняя свои прямые функции спикера, конечно, буду на это больше внимания обращать. Все-таки мы, когда строим бюджет, мы должны к нему более ответственно подходить и брать на себя те обязательства, которые сегодня выполнимы. И, конечно, надо нам больше всего внимания обращать на развитие экономики. Только расходный бюджет, который идет только на выплаты, социальные выплаты, на заработную плату, это, конечно, это не бюджет, это смета расходов, и она не даст нам движения вперед. Естественно, мы должны самое пристальное внимание обращать на реальный сектор экономики, иначе у нас продвижения вперед не будет. Но у вас же еще есть, у парламента функции контрольные тоже есть? Есть функции контрольные. В этом тоже потенциал какой-то? И тем более создана контрольная палата, которая является... Но она начала работать? Она начала работать, Что-то не слышно вообще было. Вы знаете, не слышно, потому что вот сейчас я вынужден был попросить их проверить по комплексному плану, как идет распределение денег, поступает ли вовремя, поступает ли туда, куда надо. Они этим заняты, как закончить эту работу они доложат. До этого они проверяли бюджет Сухумского района. А до этого вообще они сами, если бы вы не дали команду, там вообще они... Ну, у них как функциональная обязанность у контрольной палаты? В принципе, они могут проверять все, что связано с бюджетом. Все, что связано с бюджетом, его расходную часть, его доходную часть, базу, налогооблагаемую базу, правильно она исчисляется, неправильно. То есть у них действительно обширные функции. И если они нормально заработают, я думаю, что это будет большим подспорьем не только для парламента, но и для руководителя государства. Вообще этот кризис, он поднял очень много таких больших проблем, которые стали обсуждать, может, даже на новом уровне, с новой точки зрения. И то, что касается российской помощи в том числе. То есть, и насколько оно должно быть, насколько она влияет, насколько мы должны параллельно создавать там свою экономику и так далее. Мы даже цитату приготовили от известных журналистов наших. Это Антон Кривенюк написал в своей статье, вот цитата. «Должен измениться основной замысел программы поддержки. Не содержание страны, а помощь в развитии. Процессы должны быть прозрачным, а общество иметь возможность участвовать в определении приоритетов, чтобы не строились никому не нужные стадионы». Вот как, что для вас вот сейчас вот в смысле российской помощи? Я не говорю, что мы ее должны кардинально пересмотреть, там, и мы не можем, скорее всего, пересматривать, они могут больше, но как мы можем на новый уровень вывести вот эти взаимоотношения, в том числе по комплексному плану? Согласен с Антоном Кривенюком. Что касается российской помощи, никогда нам не говорили, делайте это или не делайте это. Все это исходило от нас. То есть это миф, что мы планировали, потом это утверждалось на межправкомиссии, и дальше, естественно, использовать эти средства в других целях не позволялось. То есть это миф был, то, что у нас нельзя, там, надо вкладывать только в больницы, там, стадионы и так далее? Нет, такого не было, естественно. То есть это наше решение? То есть это наше решение. Я понимаю, что никто не может сказать, почему нам нужны детские садики, почему нам нужны школы, но это дополнительная нагрузка на бюджет. Бюджет, мы говорим, что он растет понемножку, да, 3%, но учитывая
процессе инфляции это не рост, Съедается, конечно. это наоборот снижение. Поэтому, конечно, вот еще дополнительная нагрузка, которая выпадает на бюджет, нужно, это очень нужно. И детские садики, и школы, и стадионы для детей. Но это дополнительная нагрузка на бюджет. То есть мы не можем решить социальных проблем, не решая проблемы экономики. Экономика должна идти впереди. Когда будет экономика, тогда будут решены социальные проблемы. Я не знаю такой страны, где не было бы экономики, а социальные проблемы все решались. Вот наоборот знаю такие страны. Это уже скорее проблема даже уже будущих руководителей страны, да, это головная боль, да, но вы уже сами почувствовали, как бы, что это такое, учитывая, что за последние годы мы так, общество наше как-то привыкло к тому, что есть понедельник, там, когда можно прийти, там, попросить материальную помощь, но сейчас вообще есть понедельники? Вы знаете, мы как-то стараемся, конечно, это все придержать, но когда речь идет о том, что есть страдания людей, есть больные люди, которым необходимо оказывать помощь, ну, естественно, мимо этого никак нельзя пройти. Вот это еще одна очень серьезная проблема, которую нам действительно надо решать. Мы все знаем, что ремонтируются больницы, завозится оборудование, наверное, и врачи у нас неплохие. Просто, может быть, психология наших людей такая стала, или может быть, закрытость наших медицинских работников, потому что есть, наверное, случаи врачебных ошибок, их нельзя стесняться, их нельзя прятать, их, наверное, надо говорить обществу, и, наверное, есть хорошие достижения у наших медиков. И так получается, что, ну, если честно говорить, все как бы желают только выехать за пределы республики. А в каком порядке сумм вообще идет, если это... Это совершенно разные высокотехнологические операции, это до 40 тысяч евро. А у нас какая-то задолженность есть перед медицинскими? У нас есть задолженность практически перед всеми клиниками Российской Федерации, начиная с Краснодара, Ростова и кончая Москвой. Но это как внешний долг можно рассматривать, или что это? Практически это, да, наш долг, который мы должны оплатить, иначе они наших больных не Он насколько серьезный? 28 миллионов Рублей. Да, это с учетом медикаментов и так далее. Вот 28 миллионов рублей мы имеем долг по Министерству здравоохранения. И люди идут еще? Люди идут, к сожалению, люди идут и с такими болезнями, когда людям даже стыдно отказывать. Да. Но в то же время, к сожалению, уже у нас нет ресурсов, чтобы мы могли посылать на лечение. Это опять же проблема, которая у нас все-таки реформа и в социальной сфере, и в вопросах здравоохранения, медицинского страхования, то есть те комплекс проблем, которые они все-таки наслаиваются, и мы говорим в реальности, что это дорого может быть, но как подсчитаешь вот эти суммы, которые уходят по понедельникам, то они фактически как бы адекватны. Я с вами согласен. Вот у меня была встреча с докторами из Армении, но они тоже вначале как бы занимались тем, что отправляли своих людей за границу на лечение, но когда поняли, что это бесперспективный путь, они начали посылать своих медиков на обучение. Сегодня вы знаете, какие высокотехнологичные операции проводят в Армении, в Ереване, куда наши ездят, даже чаще, чем другие клиники, особенно сердечно-сосудистые. То есть мы тоже должны уходить от этого. Мы не сможем вечно посылать наших людей на лечение за границу. Наверное, есть такие болезни, которые мы действительно не можем здесь лечить. Но если мы хотим здравоохранение свое поднимать, конечно, мы должны его здесь поднимать. Звать специалистов, посылать своих молодых специалистов на стажировку. Кстати, тоже наши армянские друзья предложили прислать им молодых хирургов. Ничего от нас не требуя, они согласны их обучать. Я думаю, что вот такими путями нам надо поднимать наше здравоохранение. Тем более, вы знаете, мы во многие вузы посылаем студентов. Надо следить, где они заканчивают, как заканчивают. Надо их, естественно, обратно звать. Они должны поднимать нашу медицину. Я считаю, что если мы не выстроим свое здравоохранение, систему здравоохранения, мы не сможем вылечить свое население. Мы же не только внутренние проблемы, он может и доход приносить. Медицинский туризм сейчас развит везде, и поэтому... Да, особенно Израиль, медицинский туризм. Да, и Армения тоже. И Армения, да. И Иордания тоже. Ну, до медицинского туризма нам, наверное, немножко далеко, но хотя бы, чтобы мы
могли лечить своих людей, лечить качественно, мы должны этого добиться. У нас еще одна цитата есть. Это известный публицист Надежда Венедиктова. Мы просто эту тему, наверное, как-то закроем. И вот эта цитата, если есть что-то добавить, то мы с удовольствием выслушаем. При всем неизбежном при таких событиях, При всем хаосе. При всем хаосе, неизбежном при таких событиях, оппозиции удалось с помощью парламента довольно быстро упаковать происходящее в некую законную форму. Стало понятно, что перевернута очередная страница абхазской истории, надо в оптимальные сроки выстраивать новую реальность. Как вот это слово «упаковать», оно даже в кавычках взято, но мы как-то вот опять очередной вираж прошли. И я понимаю, что оно не безупречно с точки зрения юридической, но вот как вот вы как спикер можете... Потому что дискуссия ведется и в соцсетях до сих пор, насколько это законная, степень законности и так далее, и так далее. Вы знаете, я не хотел бы говорить о том, насколько она законна и незаконна. Я хотел бы сказать одно, что мы действительно должны сделать хороший анализ. На одни и те же грабли нельзя наступать. Потом это началось не сегодня, не вчера. Вы помните выступление оппозиции начала 2000-х годов. То есть это уже имеет свою предысторию. Тяжело сказать, какие основные причины, но я думаю, что одна из причин это то, что принятая в 1994 году Конституция, она отвечала требованиям того этапа. Мы за 20 лет прошли несколько этапов своего становления. Тот этап требовал быстрых кардинальных решений единоначалия, будем так говорить. Но в дальнейшем это уже становится немножко тормозом в нашем развитии. И, естественно... Но при этом она, даже та конституция, которая вроде бы такой считается очень сильной, такой президентской конституцией, тем не менее даже прописаны те статьи, как принцип разделения властей, то есть он фактически так и не состоялся. То есть у нас, по большому счету... Не заполнился смыслом, да, может быть, до конца. Смыслом, да. До конца. И сама законодательная ветвь власти только вот как бы временами она становилась независимой, а в основном она как бы неким продолжением исполнительной была. Судебная власть, она вообще как-то тоже растворилась как бы в объятиях, опять же, исполнительной власти. Телефонное право на всех уровнях. Вот это, как бы, вот эта конституция, она просто вот как парашют, который раскрывался местами, да, то есть там где-то что-то раскрылось, там не раскрылось. То есть, полет продолжался. Мне кажется, все-таки нам нужно, наверное, принимать такой документ, и, наверное, долго мы будем спорить сейчас, как должны распределяться эти полномочия между президентской, там, исполнительной, законодательной властью. Но главное, наверное, то, что к чему мы придем, в конце концов, что мы их соблюдали, наверное. Самое главное, вот, наверное, вот это. Если честно, самое главное, конечно, соблюдать. Самое главное. У нас, к сожалению, если бы мы все законы выполняли, которые уже написаны, конечно, у нас правовая база еще не полная, это понятно, за 20 лет это невозможно, но если бы мы все законы соблюдали, наверное, может, и не было бы и того, что случилось, и, наверное, экономическая жизнь была бы лучше, и социально, естественно, подтянулась бы. А что касается Конституции, конечно, тут надо уже подходить с точки зрения, что она не должна писаться под человека, а должна писаться... Вообще, как будущее, да. Да, на будущее. И, естественно, когда мы говорим о том, что это было необходимо в 1994 году для принятия действенных, решительных, быстрых мер, то сегодня, конечно, уже когда глава государства является одновременно и главой исполнительной власти, это означает, вы сами понимаете, что сосредоточение всех властных полномочий в одних руках. И тут очень много зависит от личности. Валерий Рамшович, вот вы интересную мысль сказали о том, что вот надо это проговорить, это надо освоить. Исторический опыт, который не освоен, он склонен к рецидиву, это не мы придумали. Я имею в виду, и надо освоить нарушения закона, и отчасти Конституции были и железнодорожным кредитом, там, и с комиссиями по... То есть надо это все освоить. Я не сторонник того, чтобы там охоту на ведьм открыть, но на это надо все-таки, надо вскрыть эти нарывы, чтобы они потом не аукались вот такими кризисами. И в будущем как-то надо придумать механизмы, где это избегать можно, где можно будет какой-то находить и общественный консенсус, и вообще просто закон выполнять. Ну, честно говоря, вот вы заговорили о железнодорожном кредите. Ну, если бы четко соблюдался бы закон, он пришел бы на ратификацию в парламент. К сожалению, он так и не пришел на ратификацию в парламент. Даже 4-го созыва, который, наверное, мог бы это ратифицировать.
Кстати, вот говоря о проблемах, я говорил о внутреннем долге, я не упомянул внешний долг. Внешний долг у нас 2 миллиарда рублей, которые вот экспортный кредит, вот этот железнодорожный, он назывался экспортный кредит. Это вы без банковского говорите кредита, который 700 миллионов банковский долларов. кредит как бы сам банк выплачивает, хотя при этом, конечно, мы теряем кредитные ресурсы. Это 700 миллионов рублей, а тут 2 миллиарда, причем тело кредита мы должны уже начать выплачивать с будущего года. Это еще огромная нагрузка на бюджет. Там в соглашении так написано, что платежи каждый год не разные, да. Один год будет миллиард рублей, в будущем году, слава богу, 36 миллионов и процент 50 миллионов. Которые в этом году заплатили, может? Ну, в этом году еще мы не заплатили, должны платить, но в будущем году мы должны заплатить 50 миллионов процента и 36 миллионов уже с тела кредита, а вот в следующий год уже миллиард рублей. То есть он идет поступательно, и эти 2 миллиарда, конечно, если не будут у нас увеличиваться доходы, бюджет останется таким же, то это практически невозможно. Валерий Мушахович, а вот тогда вот, когда вот этот скандал поднялся по поводу железнодорожного кредита и выяснилось фактически о той афере, которая произошла, тогда как бы парламент подключился, Генпрокуратура как бы занималась и там уже как бы приняла такое решение, я так понимаю, что, посмотрев, что там наверху думают, и сказала, что нет здесь состава преступления. А сейчас, Вы знаете, сейчас вот Генпрокуратура как-то ведет эту переоценку. Я уже касаюсь не только этого железнодорожного кредита, а многих и других вещей. Ну, я не думаю, что пока Генпрокуратура имела возможность к этому приступить, но то, что касается парламента, то, что вы сказали, что вот нет виновных, к сожалению, когда мы проводили парламентское расследование, вопрос был поставлен очень узко. Почему данный документ не попал на ратификацию? Как межгосударственное. Да, оно должно было попасть на ратификацию. Если бы вопрос был бы поставлен более широко, то есть как использованы были эти средства, конечно, парламентская комиссия имела бы возможность проверить это. Но, к сожалению, вопрос был так поставлен узко, и будем говорить, что пришли к тому, что это была ошибка Министерства иностранных дел. Ну а сейчас это вопрос закрыт или все-таки имеет какую-то перспективу? Все-таки, наверное, надо разобраться, куда Да, я все... думаю, что со всеми вопросами надо разбираться, и с теми же паспортами, которые стали как бы толчком, да, к тем, что у нас произошло. Надо разбираться. Я еще раз говорю, любое нарушение закона, оно в любом случае, сегодня или завтра, оно все равно даст себе знать в той или иной мере. И поэтому надо все это проанализировать, чтобы действительно избегать подобных нарушений. Как будто элементарные вещи, это в законе прописано, что любой кредит, который берет государство, будь это банк, будь это Минфин, оно должно пройти ратификацию в парламенте. К сожалению, эти вещи не были сделаны. Может быть, в парламенте разговор был бы другом, может быть, более открыто, может быть, видели, какая перспектива там, для чего этот кредит берется. Но, к сожалению, всего этого не было сделано. То же самое, вот вы говорили о комиссиях, которые были созданы в 3 наших восточных районах. Естественно, комиссии могут создавать только это при президенте по гражданству. И эти комиссии были ошибкой. Не может комиссия района давать гражданство. Эти ошибки тоже можно было исправить. Ну, прокуратура, наверное, немножко с оглядкой работала и выявила тоже только 1100 нарушений. Очень много людей к нам приходило после этих проверок нашей комиссии парламентской. Но они не скрывали, что они являются гражданами Грузии. Никто не скрывал. То есть, в нашем законодательстве, к сожалению, до той поправки, что мы внесли, не было такого, что если имеешь право быть гражданином, проживающий с 94 по 99, это 5 статья закона о гражданстве, и нигде не было написано, я не знаю, это упущение, конечно, серьезное было, что если не являешься гражданином другой страны. Вот эту поправку, если вы помните, мы внесли уже после нашей парламентской комиссии, она была действительно необходима, потому что, проживая 94 по 99, любой гражданин, какой бы ни было страны, мог по нашему этому закону стать гражданином Абхазии. Конечно, это в корне было неправильно. И часто делали. К сожалению, да, мы говорим только о 3 районах восточных, они более, так сказать, потому что мы понимаем, что они являются гражданами
враждебной нам страны. Но я не думаю, что нет нарушений в других районах. И вообще, если вы помните, постановление парламента говорилось о необходимости проверки всего паспортного режима во всей республике. Ну, вот эти события, наверное... Это новая комиссия будет или та комиссия будет продолжать? Нет, это уже мы дали поручение прокуратуре. Тогда, Это вот апрельский совершенно документ. верно, да, совершенно верно. Мы тогда дали поручение им проверить все районы, но в первую очередь проверить эти 3 восточных района. Но, к сожалению, видите, вот с этой ситуацией, конечно, те районы мы не проверяли, ни город Сухум, ни другие районы. Я думаю, что там тоже будут нарушения. Я сталкивался с такими нарушениями, будучи главой администрации. То есть нам действительно все это надо проверить, и вот ту восстановление парламента об обмене паспортов нам надо так использовать, чтобы действительно те неправильно выданные паспорта можно было остановить. Пока новые не будем выдавать, тем более. Да, вот когда будем выдавать новые паспорта, мы должны придумать такой механизм, чтобы оградить от тех незаконно выданных паспортов. Нам действительно надо очистить. Нам просят режиссер сегодня Валерий Куласко, у нас за пультом его очередь, небольшую паузу сделать, и мы потом перейдем к будущему. Ну, сейчас мы переходим все-таки, наверное, к самой такой волнующей всех теме. Да, мы говорим о существующих проблемах, и каждый из нас ждет определенного разрешения. И понятно, что разрешение этих проблем, хочет он или не хочет, лягут на нового президента. Мы его имени не знаем, но знаем уже как бы список этих проблем огромных. Да, Вы просто как бы часть только зафиксировали. Только. Вообще, вот ваша сейчас главная задача, это все-таки, наверное, как бы провести самые, наверное, честные выборы. Да. И не только моя задача, я считаю, что это задача всего нашего общества. Мы должны действительно выборы так провести, чтобы не было никаких споров, чтобы не было никаких... Но в какой-то момент так показалось, что все-таки где-то вот у нас уже как бы такая... какие-то элементы там махновщины там пошли, но сейчас вроде бы все успокоилось, да? Ну, если честно, я уже смог приступить к своей технической работе, так будем говорить, оставив в сторону немножко политическую работу. Да. Вот, да, уже, слава богу, я думаю, что стабилизировалось, тем более начались выдвижения, они будут заняты своими предвыборными программами, и наша самая главная задача, это, конечно, сейчас сделать все для того, чтобы выборы прошли действительно, насколько возможно, открыто. Вы знаете, что мы внесли серьезные поправки в закон о выборах, которые позволят еще больше как бы открыть, сделать их более прозрачными. Ну, может быть, мы немножко вернулись в Средневековье с нашими, так сказать, чернильными пятнами, но все-таки лучше один день походить в чернильных пятнах, чем год спорить и опять разделять людей и не найти опять консенсуса. Поэтому я считаю, что вот те поправки, которые мы сделали, они к нашим событиям, нормальные поправки. Кроме того, мы внесли поправку, при котором каждый кандидат в президенты имеет право в ЦИК на правах совещательного голоса дать своего человека. То есть он тот же член ЦИКа, но с совещательным голосом. Это тоже один из элементов контроля, допустим, за прохождением выборов. Скажите, вы как вот исполняющий обязанности президента, будете встречаться вот как бы с кандидатами в президенты, чтобы выработать, может быть, какие-то правила игры? Потому что у нас всегда как бы нужны, помимо писанных правил, всегда какие-то устные, джентльменские законы, которые мы всегда по ходу пьесы принимаем. Какие-то договоренности, наверное, обязательно есть. И вы вот сейчас как бы можете, в принципе, будучи человеком не очень заинтересованным, как бы вы возвращаетесь после выборов в кресло спикера, да, вы можете их как-то собрать. Вызываете ли вы у всех доверие, допустим? Вы знаете, но мне трудно сказать,
сказать, как они ко мне относятся, но мои взаимоотношения со всеми тех, кто обозначился, очень нормальные. Я уверен, что с каждым из них могу говорить. Я не сомневаюсь и в их патриотизме, и в том, что они очень ответственно относятся к своему выдвижению и к будущей работе. Я думаю, что мы это обязательно сделаем. Еще у меня есть в мыслях, чтобы постоянно один из представителей кандидата имел связь со мной. Бывают неординарные случаи, экстренные случаи, да, типа горячей линии. Я найду в любое время, если какие-то неординарные ситуации, чтобы вмешаться в эти ситуации. А касаемо, еще раз говорю, наших кандидатов, вот тех, кто себя обозначил, у меня с ним очень теплые человеческие отношения. Я думаю, что смогу с каждым говорить. И я думаю, что и они друг к другу неплохо относятся. И вот то, что вы говорите, собраться вместе, обсудить правила честной, нормальной игры, я думаю, что это доступно. Мы практически их всех знаем. Это люди заслуженные, это люди уже не один день в политике. Патриоты, и чувствуют конечно, свою ответственность. Я говорил почти со всеми, кто уже как бы себя обозначил. Я чувствую, что они действительно понимают, что это такое. И я думаю, что никто не хочет повторения 2004 года. Тем более этого не хочет наш народ. И самое главное, я считаю, что каждый из них, ну, я не знаю, клятву себе дать или своим близким, что мы должны, в конце концов, закончить разделение народа. Вот это наши... Вы верите в это? Хочется верить. Хочется верить, иначе, вы понимаете, это разделенное общество, оно не способно прогрессировать. Мы уже проходим эту практику, к сожалению, 10 лет, и мы видим его последствия. Если так же и останется, оно, к сожалению, будет повторяться. И так мы государство не построим. Я не говорю о том, что у всех должно быть единое мнение. Без оппозиции, конструктивной оппозиции, я государство не мыслю. Прогресса нет, конечно. Да, прогресса не будет. Но если просто разделить народ, и мы помним эти случаи, да, даже на свадьбе смотрели, куда сесть и так далее, это не должно повториться, это приведет. Но сейчас я как-то заметил, менее драматично было по сравнению с 2014 годом, по крайней мере. 2004 годом, по крайней мере, вот эти дни, 27-го там, и после там несколько дней, когда там рядом с президентским сторонники одной политической линии стояли, дальше там на площади Багапша другие стояли, там сторонники Анкваба стояли, да, и вроде бы я смотрел, как люди как бы идут, да, перемещаются, да, и какой-то особой агрессии не было, и даже успевали кофе попить, там, слава богу, много кофеин по дороге. Вы знаете, вот, что меня радует, практически идет постоянный диалог между нашими организациями ветеранов войны. Это одна из ведущих сил нашего общества, я их всегда организацию считаю организации святых людей, которые защитили нашу Родину. Я очень рад, что у них постоянно идет диалог. Диалог идет постоянно с политической партией, объединения ведут диалог. Поэтому вот это все внушает оптимизм, что мы действительно не повторим 2004 год и спокойно подойдем к выборам. И самое сложное время это 24-е поздно ночью и 25 число. Я думаю, что у нас не должно быть эксцессов. Вот то, что я вам говорил, и самое главное, конечно, то что наш народ не захочет опять такого разделения. Вообще мы так это лекало, как бывает у портных, и так часто делились под разные персоны. Да, к сожалению. Что дальше некуда делиться, и просто мы пришли к тому, что надо по принципам, может быть, каким-то идеологическим, политическим, но не делиться, а просто отдавать предпочтение. И в этом смысле мы такой ускоренный, я думаю, мы это должны были пройти, и этот опыт усвоить, и должны прийти вот к таким выборам. А ситуация на самом деле уникальна, потому что, если так говорить, административный ресурс остался фактически нетронутым, и люди тоже, я не вижу такой оголтелости, предпочтений к одному. И этим надо воспользоваться, голосовать именно по другим принципам. Честно говоря, об административном ресурсе, я, конечно, буду все делать для того, чтобы как бы нивелировать этот административный ресурс. Я сейчас планирую собрать всех глав администрации. После этого я планирую выехать в каждый район, собрать там не только глав администрации районов, а всех сельской и поселковых глав администрации. Глава администрации, у него одна задача – обеспечить работу
участковых комиссий всем необходимым, то есть обеспечить процесс голосования. Вот его задача. За кого он будет голосовать, как будет голосовать, ну, честно говоря, он даже и супруги не должен говорить. А вот выборы, вот сейчас очень многие, кстати, спрашивают, и когда многие мои знакомые узнали, что вот будете сегодня вы в эфире, они говорят, обязательно спроси, вот в Москве что-то ничего не слышно, то есть будут выборы, не будут выборы, то есть, а сейчас говорят, вроде бы и в Турции как бы собираются участки открыть. Насколько это все... К нам обратилась наша турецкая диаспора с просьбой организовать эти выборы. Я понимаю, что очень тяжело, я, насколько знаю, там гражданами Абхазии около 5000 человек. Поэтому идут сейчас разговоры, насколько возможно это обеспечить. Я думаю, что если обеспечение будет, они отвечают за это обеспечение. Это законодательное, техническое, там много да, моментов, да, финансовое. Да. Ну, финансово это понятно, что мы возьмем на себя, хотя эти затраты дополнительные к бюджету, но тем не менее, я думаю, что это будет справедливо, если наши граждане там будут голосовать, и кроме того, имеет и политическое значение. Ну, в Москве мы уже имеем опыт, и в Черкесске мы уже имеем опыт проведения голосования. Просто слухи есть, что там не будут голосовать. Нет, мы из первых уст хотим. Нет, вот, ну, это, в принципе, ЦИК решение, но, насколько я знаю, все так. Тем более, после письма нашей диаспоре я отправил это письмо в ЦИК. Сейчас они переслали в парламент, мы еще раз там рассмотрим. Но я думаю, что таких больших проблем в организации выборов там нет. Тем более вот, наша диаспора, она организационные вопросы все берет на себя. А там вот паспортная проблема не наложится на голосование в Москве? Вот проблема паспортов, которые не обладают такой... Вы знаете, сразу же была дана команда МВД, что полностью проверили мы все. Списки. Да, все списки полностью проверили. И оно будет проверяться по картотекам МВД, они занимаются. Я очень надеюсь, что уже в начале будущей недели мы будем иметь эти списки. Поэтому мы сможем отсечь. Я думаю, что при нормальной работе, а там серьезно отнеслись к этой проблеме, я думаю, что мы сможем отсечь вот и левых, и правых, так сказать, которые получали паспорт непонятно где, непонятно как. Ну и, конечно, мы работаем и над теми районами Тхварчарским, Ачимчирским и Гальским, кто имеет право голоса, кто не имеет права голоса. Там, конечно, ситуация такая, мы не имеем политического права не допускать голосования, допустим, в одном из районов, да, допустим, в Галском. Но я очень надеюсь, что там будут люди, которые получали паспорта без этих комиссий. Вообще есть какие-нибудь данные, сколько сейчас человек могут после, в контексте вот этого последнего постановления решения, да, сколько он имеет право голосовать? Предварительные данные, речь идет о 250 человеках, но это только предварительные данные. Я думаю, в процессе дальнейшей проверки оно увеличится немножко, но не намного. У нас там 3 округа. Нам самое важное, там, чтобы люди голосовали. Мы сможем людям, я планирую и в Гальский район выехать, мы сможем людям объяснить, мы не лишили их гражданства этим постановлением, мы там определили, что оно не является подтверждением гражданства, но оно и не является тем, что мы То есть отрицаем. мы паспорта не лишили. Мы не лишили паспорта. Но гражданство не подтверждается. Не подтверждается, да. Я думаю, что нам действительно надо будет большую работу провести уже после этих выборов и определиться. Нам надо определяться с Гальским районом. Мы, знаете, как-то вот вспоминаем его, к сожалению, на выборах, а потом как бы забываем. Его надо интегрировать. У нас рассматривался в первом чтении закон о возвращении исторических фамилий, исторической национальности. Этот закон в первом чтении уже принят. Со школами там есть проблемы, то есть со школами есть проблемы, с зарплатой есть проблемы, они до сих пор получают пенсию, зарплату. То есть, если мы не будем решать в комплексе вопросы Гальского района, это экономический, социальный, политический, мы их не решим. Их надо решать в комплексе. Мы пытаемся в одном направлении решить и, наоборот, сами себе подставляем подножку. Их надо решать в комплексе. Пенсии выше в Грузии, значит, нам надо экономику поднимать, пенсии платить. Мотивация есть. Да, мотивация, чтобы была перегнать в другое государство. Но это был очень серьезный сельскохозяйственный район. Мы должны так сделать, чтобы он свой потенциал показал, и чтобы мы не покупали
овощи в Сочи и не вывозились с трудом заработанные деньги туда, а могли бы приобретать это все у нас, в Абхазии. Действительно очень серьезный потенциал в Гарском районе, особенно сельский, да. Вот это мы все должны использовать, это уже интеграция в экономику Абхазии, а через интеграцию в экономику идут и политическая интеграция. То есть это должно все быть в комплексе, но эти все задачи мы за 3 месяца я, естественно, не решу. Я думаю, что это все решение, конечно, будущего руководителя государства, парламента, который еще 2,5 года работает. Если это совместным усилием мы начнем, я думаю, что мы сможем начать решение этих проблем. Валерий Рамшихович, у нас очень много еще не вопросов и тем, которые мы хотели спросить, и вот этот час очень быстро полетает. Это вот я выдержу. Да, он почти закончился, поэтому мы вот буквально уже, наверное, будем какие-то итоги подводить. И у нас, например, не раскрыта тема вот, в свете этого кризиса, как вы смотрите на разграничение полномочий, на изменение вообще политической системы в Абхазии. Сейчас и работают разные группы, которые предлагают инициативы. Я инициативы. думаю, мы уже встретимся потом после выборов, да, и поговорим, да. когда он уже будет вернется в кресло спикера. Ну, вы знаете, мы приняли решение на последнем заседании парламента, мы образовали комиссию, а рабочая группа работала, она работала под моим председательством. Мы внесли поправки, вы знаете, в 5 и 7 главы Конституции. Дальше наш план был о 3 и 4 главах и 6 главе. Это законодательная, исполнительная власть и местные органы самоуправления. Рабочая группа осталась, правда, председателем и другого. И работа эта будет продолжаться. Мы бы хотели все-таки сделать так, чтобы кто бы ни пришел к руководской страной, он был бы, вынужден, не хочу это слово говорить, но он должен понять, что эти реформы необходимы. Эти реформы необходимы. Мы планируем еще и реформу избирательной системы. Правда, говорить о чисто партийной системе пока сложно нам. Мы говорим о смешанной системе. Но это все, конечно, вопросы и работы со всеми специалистами, и дискуссии в обществе. То есть не хочется вот так кулуарно 35 человек собрались и всю политическую систему определили. Я думаю, что конечно, у нас дискуссия достаточно зрелое общество, которое сможет в этом вопросе нам помочь и подсказать, где необходимо. И нам это обязательно надо проводить реформы, если мы хотим строить правовое государство, действительно строить свою государственность. Вообще, насколько вот этот кризис стал как-то трансформировалось вот ваше сознание, вот политика, да, то есть вы так привыкли все-таки в одном режиме жить, да, то есть одно и то же сегодня там решаете в парламенте и так далее, и вдруг так резко кризис, и вы вдруг исполняющий обязанности президента, и вы уже имеете возможность посмотреть и не только на кризис, через призму кризиса, но и уже как бы с другой стороны, то есть будучи там главой государства, пусть даже и временно исполняющим, то есть главой государства, исполнительной власти, вы теперь смотрите вот на все вот эти проблемы. Это вообще у вас вера в то, что нужны серьезные реформы, усилилась, или вы думаете, вот что-то нужно все-таки здесь, может быть, ваш предшественник или другие предшественники были правы, здесь все-таки вот как бы президент должен как бы решать какие-то более вопросы, это будет как бы более безболезненно и так далее, то есть у вас вообще что произошло в сознании? Я тоже неоднократно в своих интервью говорил о том, что реформы обязательны. Но сейчас я только убеждаюсь в том, что это действительно обязательно. Я еще раз повторяю, если мы хотим идти прогрессировать, эти реформы обязательны. Без этих реформ мы будем постоянно наступать на одни и те же грабли. На этой, наверное, позитивной ноте, да? Да, я вот единственное, может, мы дадим еще слово, но я хотел вот свои 5 копеек еще вставить. Я как историк хочу... Лучше бюджет занесите 5 копеек. В виде налогов всегда. Если бы это помогло бы бюджету. Если каждый по 5 копеек занесет, это... Я по образованию историк, как и ты, собственно говоря, поэтому еще раз хотел вот так бы закончить наш разговор, очень интересный тем, что у вас на самом деле уникальный опыт и свое место в истории, вот, оно и так было в качестве спикера, но вот сейчас оно еще уникальным, и тут меня трудно будет обвинить в каком-то таком подхалимаже, я извиняюсь, в таком грубом слове, потому что вы на 3 месяца исполняющий обязанности президента, я хочу сказать, что нам повезло, что мы из этого кризиса вышли
И не так трагически, как в 2014 году. В В 2014 году, я извиняюсь. Ты сейчас вчера футбола насмотрелся, Да. да? Валерий Рамшухович еще имеет огромный потенциал договорной. И вот то, что вот и мы сказали, вы это тоже косвенно подтвердили, что вы имели возможность говорить со всеми. Нам в этом смысле повезло, потому что у нас не так много людей, которые могут общаться со всеми. И вот как-то вот все вместе мы вот этот вираж очередной, ну пока не до конца, но почти проходим. Поэтому вот еще раз хотел спасибо вам сказать. Я это не только как гостю передачи, на самом деле хотел сказать, это мне многие просили тоже передать. Ну, спасибо за это. Я действительно хотел бы спасибо сказать всем тем, кто участвовал в этом процессе урегулирования кризиса, да, всем нашим политическим партиям, нашим ветеранским организациям, всему народу. Мы действительно, я думаю, что поумнели с 2004 года. Этот опыт нам, тяжелый опыт, но все-таки этот опыт нам дал возможность этот кризис пройти гораздо более безболезненно. Я вот называл некоторые факторы, которые дают оптимизм. Да? Я действительно уверен, что мы сможем полностью эти 3 месяца, посвятив этому труду, 24-му прийти дружно к урнам, а затем поддержать того, кого изберет народ. И единственное пожелание тому, кого изберет народ, одно. Я понимаю, какие у него проблемы будут, но самая главная проблема, я считаю, что надо нам закончить разделение народа. Это первая И тот проблема. человек, который сможет со всеми говорить, тот человек, который сможет сказать, что я беру, потому что ты мой сторонник, а тебя беру, потому что ты не мой сторонник, вряд ли сможет Это огромный потенциал заложен, народ, конечно, в этом. да, объединить народ. Вот объединение народа – это огромный потенциал, и если будущий руководитель страны это использует, я думаю, что даже те серьезные преграды он преодолеет. Спасибо. Спасибо вам.